Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые коллеги. По линии Министерства труда и социального развития республики основным мероприятием, которое вносит вклад в развитие семейной экономики, безусловно, является государственная социальная помощь на основе социального контракта. Значит, мы работаем по данному направлению с 2010 года. Уже за этот период заключено 21 тысяча социальных контрактов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Здесь мы показали буквально за период лет до 17-18 и 22 года видно динамика изменения общей суммы направляемых средств на социальные контракты. За 21 отчетный период у нас заключено 5044 социальных контракта, и на данные цели за счет средств республиканского и федерального бюджета направлено 520 миллионов рублей. У нас с прошлого года предусматривается федеральная часть, и мы участвуем как в софинансировании. И, соответственно, вы видите кратное увеличение по сравнению с 2020 года, когда у нас было предусмотрено 299. Соответственно, в 2021 году за счет того, что заработала еще и федеральная программа, кратно увеличилась сумма направляемых средств. Значит, всего за 2021 год социальными контрактами у нас охвачено 5044 социальных контракта, из них по направлению поиск работы 381, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 934, на ведение личного подсобного хозяйства 485. Ну и есть у нас направление социального контракта, это на преодоление трудной жизненной ситуации. Там предусматривается комплекс мер, индивидуальная работа с семьей и направлена здесь достаточно серьезная сумма. Всего социальными контрактами охвачено в сельской местности, если исходить из коэффициента семейности, 10 250 человек, это за прошлый год. Если говорить об эффективности, то численность граждан, охваченных соцконтрактами, средний душевой доход которых увеличился так или иначе по окончании срока действия социального контракта составила 3865 человек. Численность граждан, средний душевой доход которых превысил величину прожиточного минимума по окончании срока действия социального контракта составила 1485 человек. В целях всестороннего подхода к оказанию госсоцпомощи на основании социального контракта мы проводим совместную работу с Министерством сельского хозяйства, Министерством предпринимательства, торговли и туризма, Министерством образования и науки, Государственным комитетом по занятости населения. И, соответственно, в прошлом году у нас также был утвержден совместный приказ о межведомственном взаимодействии. В общем-то, весь этот период проводим работу с тем, чтобы принятие решений по предоставлению социального контракта производилось на уровне районов. Потому созданы комиссии на уровне районов. Как правило, их возглавляют заместители глав по социальным вопросам, и в эти комиссии включаются все вышеперечисленные, ну и, собственно говоря, все те органы, которые заинтересованы в развитии индивидуальной предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства на уровне районов. У нас в рамках информационно-методической работы в прошлом году провели более 70 обучающих семинаров, совещаний с участием руководителей, специалистов управлений социальной защиты администрации муниципальных образований с участием всех социальных партнеров. 19 районов мы непосредственно посетили, в том числе основная у нас тема сегодня это социальные контракты. Я буквально вчера прилетела с Устьяны, мы 2 дня плотно работали именно с точки зрения информационно-методической работы, посмотрели пример. Соответственно, если говорить про Хангаласский район, заключено за 2021 год 199 социальных контрактов на сумму 21 с лишним миллионов рублей. Из них поиск работы это 17 на сумму 1 миллион. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 43 гражданина обратилось и получили, соответственно, социальные контракты на сумму 11 миллионов рублей. На ведение личного подсобного хозяйства 20 семей.
на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Остальная сумма, значит, направлена на преодоление трудной жизненной ситуации. Если говорить о, так скажем, некоторых интересных, значит, в прошлом году мы, значит, заключили соглашение с коллегами, это некоммерческая организация, Андрей Владимирович, вы были в Максоголовке. У нас образован, значит, бизнес-инкубатор социальный, где некоммерческая организация Максогол организовывает сопровождение для людей с инвалидностью. Коллеги сегодня здесь. Вот, а со стороны государства, значит, выделены средства для поддержки открытия собственного дела именно для людей с инвалидностью. И, в общем-то, значит, на территории некоммерческой организации, вот при таком, значит, взаимодействии у нас сегодня создано, да, в прошлом году 4 рабочих места, если конкретно. В настоящее время уже ведут, значит, деятельность 6 получателей социального контракта на площадях вот этого бизнес-инкубатора. В этом году что сделано для того, чтобы улучшить, да, значит, и усовершенствовать эту систему? Главой республики от 23 марта текущего года поручено, значит, в рамках разработки дополнительных антикризисных мероприятий, значит, поручено увеличить, соответственно, значит, размер государственной социальной помощи. Если по соцконтрактам в прошлом году на, значит, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности предусматривалось 250 тысяч рублей, сегодня эта сумма увеличена до 300 тысяч рублей. По ведению личного подсобного хозяйства в прошлом году эта сумма составляла 100 тысяч рублей. Значит, и поэтапно, буквально в 2 этапа, за фактически 1 квартал, эта сумма была увеличена до 250 тысяч рублей. Сегодня уже все нормативные акты, значит, приняты и работу района уже проводят. Соответственно, значит, также выделено новое направление в рамках данной меры. Это спецпрограммы поддержки граждан, которые в рамках, значит, действующей ситуации потеряли работу после 1 января 2022 года. Таким образом, у нас на сегодня в рамках социальных контрактов, значит, реализуется 5 направлений. Это поиск работы, новое направление с прошлого года, соответственно, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации, ну и вот, значит, специальная программа. Значит, что бы мне также здесь хотелось отметить. В 2022 году на реализацию социальных контрактов из федерального бюджета предусмотрено 293 миллиона рублей. Значит, а всего за счет всех источников, значит, финансирования на эти цели в этом году будет направлено 720 миллионов рублей. Значит, соответственно, более чем 400 это республиканский бюджет. Планируется в этом году также охватить социальными контрактами не менее 5100 малоимущих семей, в том числе, значит, в сельской местности, значит, по эксплуатированию предусмотрено, значит, в пределах 71% из общей суммы. У меня, значит, кратко